Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, что боится вам сказать? И если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину. Представьте его, назовите по имени, задайте ему свой вопрос. Так и спросите: мой милый дорогой, о чем ты боишься мне сказать? Ну, либо признаться. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого! Но здесь мужчина о любви боится сказать. О том, какие чувства им овладели, его переполняют. Здесь вот прям, смотрите, костер горит, и он у этого костра сидит, и ему прям от этого костра жарко становится. Костер горит. Любовь. Это страсть, это чувство. Боится сказать о своих чувствах. Боится, что вы будете этим как-то пользоваться, либо он так свою слабость покажет. Какие-то странные у него мысли в голове, какие-то люди еще на него влияют. То ли это люди из его прошлого, то ли, возможно, это какие-то друзья со своим каким-то неудачным опытом. Да, он боится вам признаться в своих чувствах, в том, что полюбил, в том, что любит, что вы одна единственная, что без вас вот прям никак. Возможно, вы загадали на мужчину, с кем у вас только лишь начинаются отношения, либо вы только лишь недавно познакомились, и его переполняет любовь, но он боится в ней признаться. Он не знает, как вы отреагируете, либо чем это будет для него чревато. Ну, допустим, если у мужчины была уже любовь, были любовные отношения, возможно, там женщина как-то с ним плохо поступила, ну, либо пользовалась тем, что он ее любил. Вот. Ну, страх такой идет. Еще здесь ревность показана. То есть он боится признаться не только в любви, но и в ревности. Боится проявить, может быть, ревность. Боится, что вы не так это все будете воспринимать. Может быть, вы ему рассказывали, что у вас был ревнивый поклонник, и как это было ужасно. Вот как вы там намучились с ним. Вот, ревнует вас, ну, буквально каждому столбу. Он ревнует вас не только к людям, но и, например, там, к телефону может ревновать, к работе может ревновать. Да? Вот, кажется, что кто-то либо что-то его от вас отстраняет, либо вас у него забирает. То есть ревность еще здесь присутствует. Вообще мне идет как это какие-то новые отношения. Новые, либо любовь только вспыхнула, да, возможно, вы уже давно с этим мужчиной, а он, например, никак не мог сообразить, да, что он любит, либо он, ну, как-то поверхностно, легко к вам относился, ну, там, симпатию, страсть испытывал, но никак не любовь. А теперь, ну, вот буквально накрыло, и он такой: блин, я люблю, я очень ее люблю, я без нее не могу, ну, и боюсь в этом признаться, не знаю, как она отреагирует. Вообще вы для него какая-то женщина особенная. Вот сколько бы он вас не знал, и каждый раз вы какая-то новая перед ним, да, либо по-новому для него открываетесь. Вы очень часто его удивляете не только словами, но и поступками, но и так же, как вы умеете меняться, да, может, образы часто меняете, как-то совмещаете в себе лицо наивной девочки и ум прожженной женщины, можно так сказать. Вот всегда он вот в таком полуудивленном состоянии находится. У него, скорее всего, всегда бровь одна поднята. Не замечали? Присмотритесь. Потому что он не знает, чего от вас ждать. Он не знает, какая вы на самом деле. Да? Вы для него все равно какая-то прям закрытая книга. Он с жаждой хочет читать эту книгу, но у него не получается. Да? Возможно, книга не открывается, либо написано на каком-то странном женском языке, да, он не может прочитать, он не может понять. Ему хочется узнать вас всю, знаете, как вдоль и поперек, там,
все тайны вашей души, вашего сердца хочется узнать, в мозг вам залезть. Но у него это не получается. И он каждый раз только лишь вот способен поднимать эту бровь, да, и заставать в таком шоке, удивлении от того, какая вы классная, и от того, как вы умеете жить, реагировать, любить, выглядеть. Да? Вот вы всегда его этим удивляете. Еще у вас какие-то суждения особенные. Да, вот как-то вы легко можете высказать какие-то очень сложные мысли, либо вы разбираетесь в разных вещах, и он иногда такой думает, блин, ну откуда она знает, что энциклопедию прочитала, да, ну откуда знание, я не знаю, она знает, да, может быть, в каких-то мужских делах разбираетесь, может быть, там отличаете этот саморез от болта, да, и он такой, ну блин, откуда она это знает. В общем, да, удивляете, часто удивляете. Конечно, он тоже не может вам в этом признаться, но потому что он так покажет свою слабость, либо покажет свою несостоятельность. Для него это даже какой-то ущербный момент. Ну как это, женщина такая умная, а я такой глупенький рядом с ней. Хотя все ведь должно быть, по его мнению, наоборот. И еще он боится вам сказать, признаться в том, что он вам завидует. Завидует тому, что у вас очень много знакомых, друзей, подруг, знакомых. Вы с очень многими людьми не просто знакомы, но и как-то еще ухитряетесь поддерживать связь. Да? Он не может похвастаться вот таким обилием знакомых людей, уж тем более друзей, как вы это делаете. Он такой, как она находит время, да? Как она всех запоминает, как она каждому подход может найти. Тут прям зависть его берет, да, потому что у него такого нет. Не было и, скорее всего, уже никогда не будет. Вот, вам везде рады, всегда вот вы где-то вместе находитесь, какие-то знакомые у вас, да, там кто-то рукой помахал, кто-то поздоровался. И он такой, блин, ее что, весь город знает, ее что, вся страна знает, весь мир ее знает, да, вот этому удивляется. И еще, девочки, вот у кого-то из вас отыграется, что вы либо соцсети удачно очень ведете, успешно, я бы даже так сказала, а у кого-то отыграется, что вы на работе прям идете карьерным вершинам. Вот, у вас как-то это легко и быстро получается. Конечно, это и не легко, и не быстро, и это кропотливая работа, это тяжелый ежедневный труд, но он этого не видит, он просто видит, что вы успешная женщина. И тут он тоже вам завидует и чувствует себя, как второсортным, что ли. Такой, я так не могу, у меня так не получается, я там жопу рву, извините. Но я не могу, почему у нее получается, да? Сравнивая вас, он часто сравнивает себя и вас, либо вас и себя, и всегда он в этих сравнениях проигрывает. То есть вы всегда лучше, вы лучше, чем он. Иногда он думает, вот за что мне такое счастье, да, почему такая шикарная женщина меня полюбила. А потом начинаю думать, что, она же скоро поймет, что я не такой классный, что я там не такой умный, не такой состоявшийся, что у меня друзей не так много, да, что я не могу меняться, я не могу быть таким раскрепощенным, да, вот она от меня откажется, она меня бросит, она посчитает, что я ее недостоин, да, вот он начинает слезами там в душе обливаться, что как так, вот почему я не такой, да, почему я хуже, чем она, да, вот такие моменты. Как зависть мне идет. Да, мужчины женщинам завидуют, и в вашем случае тоже ваш завидуют. Как с этим бороться? Да никак, девочки. Это его внутреннее состояние, это его собственные комплексы. Это разве что он сам захочет с этим бороться, пойдет к психологу и будет это все прорабатывать. Либо займет такую позицию, что да, у меня шикарная женщина, и я счастливчик, да, мне повезло, что у меня такая шикарная женщина, чего мне еще надо, да. Вот она у меня есть, она вот за нас будет говорить, либо за нас будет действовать, как-то так мне идет. Так, еще он очень боится, что вы узнаете каких-то его, тут то ли страхи, то ли проблемы, вот что-то он от вас скрывает. Как неудачи. Вот мне идет, что это какие-то его неудачи, и он пытается максимально это все скрыть. Может быть, у него есть кредит, может быть, у него сейчас на работе дела не очень идут. Может быть, он где-то там кому-то там доверился, либо не в то вложился, да, какие-то деньги потерял. Боится, что вы узнаете, и боится, что будет скандал. Возможно, вы его предупреждали, возможно, не единожды предупреждали, давали ему хорошие, толковые, дельные советы. А он даже и слушать не стал, мимо ушей пропустил, только лишь потому, что он мужик, и он больше лучше знает. Да? А все оказалось ровно наоборот.
Вот, очень страшно, что вы узнаете и то, что будете ругаться. Ну, либо какой-то ваш коронный взгляд, ну, типа такой осуждающий, да, вот такая, ну, я же говорила. И он этого очень боится. И готов, я не знаю, на все пойти, лишь бы от вас это скрыть. Так, у кого-то еще отыграется, что мужчина скрывает общение с какой-то женщиной. Женщина молодая мне идет. Женщина, которая постоянно его дергает. Может быть, у вас уже был разговор по этому поводу, да, может быть, вы уже ему все сказали, что вы этого не потерпите, что вам это ни к чему, да, делай выбор, либо я, либо она. Вот, но он не может от этой женщины как-то избавиться, да, она постоянно вот сама его выискивает и сама его дергает. Что она от него хочет? Она хочет от него денег и внимания. Да? Может быть, это какая-то содержанточка, может быть, ну, мало ли там, да, бывает в жизни. Вот. А он слишком, ну, то ли нерешительный, то ли слабохарактерный, да, он не может ее послать, да, вот как-то рука не поднимается, не понимает, зачем вообще он с ней общается. Но с другой стороны, возможно, даже в какой-то степени ему это льстит, да, что эта девушка постоянно его дергает. Он такой, ну я же типа значимый, значит, я ей нравлюсь, да, раз она меня дергает, значит, как бы так. Но мне идет, что там как бы желание только лишь ему в карман залезть. Он этого не видит, он этого не понимает. Либо он не хочет об этом думать, да, ну потому что это прям совсем больно будет, да, что вот я прям совсем никому не нужен, а нужен только ради денег. И еще один момент. Этот мужчина понимает, что он без вас не сможет. Вот просто физически не сможет. Если вдруг что-то случится, да, и вы расстанетесь, то он такой, ну мне хоть вешайся, да. Я не знаю, зачем жить, я не знаю, для чего жить, и я просто не смогу. Вот. Почему он об этом думает? Ну, возможно, отношения у вас не очень. Возможно, действительно, вот эти комплексы, которые у него есть, что вы лучшее, что вы найдете лучшего, чем он, да, вот они ему очень здорово мешают. И хорошее, я даже не знаю, чего добавить. Тут ваш мужчина, ему действительно нужно, скорее всего, к психологу обратиться. Но либо вы возможно, сможете его немножечко, как бы это сказать правильно, да, взять под свое крылышко и чему-то его потихонечку учить. Пусть это будет не наглядно, пусть это будет не как-то официально, пусть это будет ну, как дружеское, да, дружеские намеки, либо делайте так, как будто бы это он придумал. Да, вот есть же много техник, способов для того, чтобы привести его в чувство. Здесь вообще показано, что если вы будете вместе, то этот мужчина, он прям многого добьется благодаря вам, благодаря вашим подсказкам. У вас очень классная интуиция, вы не боитесь жить, вы не боитесь действовать, вы очень смелый человек. Вот. И у вас есть все эти качества и характеристики, которых мужчине прям катастрофически не хватает. И вот если вы будете вместе, и он вас будет, ну пусть не слушать, но хотя бы прислушиваться, да, то он очень многого может добиться. Очень многого. Вот. Но с другой стороны, так как он вас любит, никто другой любить не сможет. Ну, либо так отдаваться в любви, как мужчина, никто другой не сможет. То есть хороший симбиоз может получиться. Если вы уже пара, то, девочки, иногда нужно выключать строгую маму, да, и включать добрую подругу. То есть какие-то косяки, его просто не акцентируйте внимание, но давайте ему подсказки. Да, он у вас не глупый, он будет учиться, он будет обучаться, и тем более он в этом заинтересован. Ему хочется стать шикарным мужчиной в угоду вам, либо под стать вам, ну, потому что вы для него самая шикарная женщина из всех, кого он когда-либо видел. Вот. Ну и любит вас очень сильно, любит, и сейчас боится признаться. Может быть, там пройдет пару дней, либо пару недель, и он вам все про свою любовь расскажет. Потому что любовь, она, смотрите, огромным костром горит у него в сердце, и костер становится все выше и выше. То есть эта любовь прям распирает его изнутри. Как долго будет скрывать? Ну, я думаю, что недолго. Долго просто не сможет. Любовь найдет выход, любовь прорвется, и он про свои чувства вам точно скажет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.